Мы изначально всегда жили в горах, потому что в горы люди не приходят. Люди, наоборот, горы всегда выбрасывают население на плоскость. Там, где есть вот эти пирамидальные башни, ну, башни бывают разных типов, многие народы строят, но вот эти пирамидальные башни, если где-то находят эти пирамидальные, то это наши следы, оставленные нашими предками. Сегодня вот здесь на Кавказе, мы знаем, есть в Горной Грузии, прилегающей территории в Горной Грузии, там Карачае, в Балкарии, в Осетии, в Чечне. Но там, где, я еще раз повторяю, это наши следы. Оттуда, вот если... И нужно сказать, что ни один народ на Кавказе не может назвать имена строителей башен, кроме ингушей. У нас много имен сохранилось строителей башен, которые жили вот, ну, уже, естественно, в позднее Средневековье, это 17, 16, 17, 18 века. Ну, у всех они... Ну, многие знают эти имена: Яни, Яра, Жянт, Хана Хинг, Тек-Батык из Таргема и так далее. Вот, да. Ну, башенное строительство уходит своими корнями в глубокую древность. Еще вот, далекие народы Передней Азии, хуриты, урарты, язык которого обнаружит наибольшую близость с нашим языком, они в письменных источниках говорится, что они тоже жили в таких же башнях, в которых вот, жили уже ингуши в Средневековье. Это первое тысячелетие до нашей эры. Потом у нас в горах до появления вот этих пирамидальных башен найдено много этих так называемых циклопических построек из огромных каменных глыб. Это второе, опять же, тысячелетие, первое тысячелетие. Северокавказская культура, кабанская культура. После того, как вот, монголы захватили вот эти равнины предкавказские, то ингуши полностью закрылись в горах, и вот тот ветви Шелкового пути, которые проходили по плоской, они все полностью переместились в горы. Вот итальянский купец Пегалотти, который писал о торговле вообще в XIV веке, он пишет, что караваны около Дербента уходили в горы и выходили с гор только у Черного моря. То есть трассу по Горной Ингушетии этого Шелкового пути можно вычислить по количеству вот этих боевых башен. И вот эти караваны, охрана путей, торговля с этими караванами, ну, всякие услуги, им же нужно было где-то ночевать, что-то есть, потом торговля с ними шла. Все это давало населению прибыль и давало возможность строить вот такую линию сигнально-сторожевых башен. Но еще нужно подчеркнуть, почему на той территории, на аланской территории, они башни были везде. И там, где аланы, то есть предки ингуши исчезали, там строительство башни, культура строительства башни замораживалась, то есть не было развития. И она продолжалась только там, где сохранились вот, потомки алан, ингуши сохранились, там продолжали развиваться. И нужно отметить, что башни, они же не вечные. Даже основа, скальная основа, на которой выстраивают башни, там же вот, особенно вот эти боевые высокие башни, там же давление очень сильное, там многотонные вот эти камни давят. Даже вот эта основа начинает рассыпаться с течением времени. Вот и они башни не вечные, и раствор тоже, вот, который применялся, тоже не вечный. Там, ну, вот, в среднем там 500-600 лет одна башня может постоять. И поэтому потом уже, возможно, и на том месте или рядом где-то строили новые башни, если эти разрушались. И сейчас у нас под угрозой разрушения очень много башен в горах. Башни, ну, мы, как все знают, эти были жилые, боевые, так называемые, и полубоевые, то есть одновременно это и дом, и крепость, вот так называемая полубоевая башня у него. Особенности и той башни, потому что вот у жилых башен мы знаем вход на первом этаже, у боевых только со второго этажа, а у полубоевых на первом этаже. Жилые башни, они имеют форму прямоугольника, основа большая там бывает, а у боевых башни в основе квадрат,
Полубовые, они уже основа побольше, чем у боевых башен, и сами пониже. Обычно это целый комплекс, там жилые, боевые, хозяйственные постройки, все это огорожено каменной стеной, раб, и некоторые башни поселения там имело несколько линий вот оборонительных таких сооружений. И такие сигнально-сторожевые, вот эти так называемые боевые башни, они строились так, чтобы оттуда можно было разглядеть все дороги, которые ведут к данному месту. И так, чтобы они могли с другими башнями иметь связь, даже с расположенными через хребет, и с вершины башни видны были вершины других башен. И вот и когда сигналы подавали, вот, ну, все знают вот, такое выражение из костры на башне, фильм был в 60-х годах из костры на башне, то есть разжигали костры, чтобы дым подавали сигналы, ну, различные сигналы с помощью дыма подавали, и в случае тревоги тоже подавали по всей этой сигнальной системе и моментально оповещали всех, что вот идет такая беда, идут враги. Ну, после того, как плоскость была занята после монгольских нашествий, и мы были замкнуты в горах, вот эта замкнутость нас вообще как нацию нашу и спасла, потому что мы сохранились, свой менталитет, все сохранились благодаря вот тому, что мы несколько веков мы были замкнуты в этих городах, мы не смешивались ни с кем. По фольклорным материалам мы знаем, что вот боевая башня должна была должна была быть закончена в течение 1 года, ровно 1 года, 365 дней. Наливали на грунт молоко. Это специально для того, чтобы проверить, дошли ли до доскальной основы. Если почва впитывала молоко, срывали грунт, потом опять. Посмотрите, когда молоко переставало, вот, основа переставала впитывать молоко, вот на этом месте расчищали и начинали строить башню, то есть без фундамента, прямо на скальной основе ставили наиболее вот крупные камни угловые и потом начинали строить. Камни привозили оттуда, где они были, вот обычно сверху, с гор, потом обрабатывали, тесали. И насчет раствора имеется факт, то, что, во-первых, на основе извести и добавляли биологические добавки, там, зерна различных пшеничных культур, и добавляли для того, чтобы он укреплялся. И эти зерна, они постоянно выделяют эти элементы, и в течение 100 лет, по крайней мере, идет к укреплению вот этого цемента, вот этого раствора, не цемента, раствора. А потом, наоборот, начинается процесс разрушения, через 100, 200, 300 лет начинается процесс разрушения раствора. Башенные комплексы можно сравнить с замками, вот некоторые с замками, некоторые с крепостями, некоторыми такими протогородами древними. Потому что вот сегодня вот мы бываем в горах, мы видим, что там нет никакой городской стены, все, но в древности это были. И я говорил уже, что было иногда, вот было там несколько линий вот, стен городских. И была охрана на этих стенах по очереди, вот жители этих поселений дежурили. Они же башни строились в конкретных каких-то населенных пунктах. И поэтому вот у нас многие населенные пункты там принадлежат одному типу. Есть несколько поселений, где жили по несколько типов. И строить кто-то должен был на себя взять полностью вот финансирование вот этого материального обеспечения строительства башни. Поэтому те люди, которые на территории которых строились эти башни, они все это оплачивали. И, естественно, эта башня считалась тейповой принадлежностью их, но она служила не только тейпу, она служила всему народу. В понятие цивилизация
очень много входит. Если сравнить, конечно, сегодня у нас есть горячая вода, холодная вода, то есть не нужно женщинам ходить по воду, приносить воду, у нас из крана вода течет. Другие условия, мы получаем зарплату, имеем удобную одежду. Если имеем письменность, компьютеры, конечно, цивилизация в этом плане сегодня, конечно, выше. Но мы сегодня, у нас это не ингушская цивилизация, это общая такая человеческая цивилизация. У нас уже мы втянулись в этот процесс глобализации. Мы уже часть всего человека. А в то время это была именно ингушская цивилизация. И вот по некоторым параметрам вот та же башенная культура, она удивляла потом исследователей, которые изучали эту башенную культуру, которые впервые увидели эти башни. Это для своего времени это было верхом строительства вообще для всего мира. Это как Крупнов писал, это как будто можно сравнить с полетом космических кораблей в космос. В 13-14, да еще раньше, вот эти башни. А ведь башни, чтобы построить, это же нужно много чего знать, и математику знать, геометрию. А строили же прочные, на века строили, и до сих пор стоят. 500, 600, 700 лет они уже стоят, эти башни. Мы были обрезаны от всего мира. Мы вот несколько веков вот, в горах, между Главнокавказским и вот этим скалистым хребтами, вот в этой естественной крепости мы сохранялись. Просто эту цивилизацию до сих пор, вот эту ингушскую цивилизацию, которая она развивалась изолированно от всего мира, ее до сих пор не изучили как следует и не расписали. Вот когда это сделает все вот аспекты этой цивилизации, то вот тогда легче будет о ней говорить. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@aliv.tv.